Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Формирование и сохранение психологического здоровья у граждан – важная задача. У нас в республике созданием условий для личностной самореализации системы социально-психологической поддержки занимается Республиканский психологический центр. Сегодня поговорим о работе центра в целом и об итогах 4-го Республиканского психологического форума, прошедшем в Якутске на минувшей неделе. Наш гость в студии Владимир Скрябин, директор Республиканского психологического центра. Владимир Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что сейчас очень серьезное внимание уделяется психологическому состоянию и психологическому здоровью. Какие задачи сегодня стоят перед вашими коллегами и каких результатов удалось достичь? Да, действительно, психологическое здоровье сегодня как никогда обсуждаемо в стране, у нас в республике в частности. Неоднократно президент страны на различных совещаниях ставил вопрос развития практических психологических служб в стране, поскольку время сегодня, скажем так, противоречивое бывает, и людям бывает не просто справиться с определенными тревогами, страхами, с переживаниями. И так, по указу главы по охране общественного здоровья действует программа по охране психологического здоровья населения у нас в республике уже 3-й год. Поскольку это очень важно, что внимание руководства республики к данному аспекту, данному вопросу, поскольку действительно вопрос развития государственных психологических служб очень важен, поскольку, скажем, психологи работают, функционируют в разных ведомствах. Наш психологический центр уже 24 года работает в системе при Министерстве по делам молодежи, социальным коммуникациям. И, скажем так, у нас в регионе, на Дальнем Востоке, плотно ставим вопросы развития именно государственной системы поддержки населения в психологическом здоровье. Владимир Борисович, порой у населения возникают вопросы, какое учреждение отвечает за консультации, какое оказывает медицинскую помощь. Расскажите, где работают врачи, медики, а где работают психологи? Да, действительно, бывает порой сложно понять, куда можно обратиться, потому что основная часть психологов работает в системе образования. Они работают в школе. То есть они работают с детками, они работают с родителями. Это связано с процессами обучения, адаптации ребенка. Также большой пласт психологов работает в системе здравоохранения. То есть они не врачи, но при этом они выполняют работу психологов при подведомственных здравоохранению учреждениях. Например, как психоневрологический диспансер, который у нас в республике имеет очень хорошие показатели. Недавно у них открылось отделение по работе с подростками и их родителями. Это связано с тем, что не все, скажем так, состояния люди либо воспринимают как отклонение психиатр или психотерапевт, да? Но существует такое понятие, как пограничное состояние. Это когда человек не может справиться, например, очень сильно со своей тревогой. Да? И тогда подключаются клинические медицинские психологи, например, в такой работе. И функционируют также психологи в системе Министерства труда. Это работа с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации, именно по линии труда и социальной защиты. И наш центр, мы функционируем в системе молодежной политики. Наше преимущество в том, что мы можем работать с разными слоями населения. Также у нас работает телефон доверия круглосуточный. Также мы проводим выездные виды работ, то есть в районы, где есть трудности с кадрами. То есть не в каждом районе есть психологи на самом деле. То есть, суммируя, психологи работают над адаптацией в обществе, какие-то решают эти насущные задачи, а медикаментозное лечение — это уже психиатрия. Да. Владимир Борисович, мы поговорили о том, что в республике прошел первый форум республиканский психологический. Какие вопросы были на повестке, каких решений удалось достичь? Он не первый, он 4-й. 4-й. Да, на самом деле это очень важно действительно для специалистов, не просто как общение, но и как развитие отрасли. На самом деле на сегодня в стране как таковой
отрасли, выделенной под психологов, есть трудности с нормативной базой, с законодательством, поскольку эта деятельность должна быть лицензирована или не лицензирована. Очень много идет дискуссий на федеральном уровне. В этом году мы пригласили для этого заместителя директора Института психологии МГУ, это ведущий флагман в нашей стране по подготовке кадров, также Веракс Александр Николаевич, также была специалист Вишняк Марина Петровна, она куратор региональных проектов по переподготовке психологов, то есть психологи должны проходить, скажем так, постоянное повышение квалификации. А также к нам присоединилась Шойгу Юлия Сергеевна, она директор Центра экстренной психологической помощи при Министерстве чрезвычайных ситуаций. Они тоже являются флагманами в стране по именно по упорядочиванию деятельности психологов. И форум, он показывает и подтягивает, методически поддерживает специалистов, которые функционируют в разных ведомствах для того, чтобы мы налаживали межведомственное взаимодействие, поскольку категории граждан, с которыми мы работаем, это население республики. Мы должны вместе плотно сотрудничать для того, чтобы развивать отрасль. Вот вы затронули тему межрегионального, межведомственного сотрудничества. Какие успехи у нас в этой сфере у психологов Якутии? Так, действительно, под управлением, то есть по заданию правительства республики, руководства республики у нас действует распоряжение по межведомственной работе психологов. Это очень нужно, например, в острых ситуациях, когда происходит, например, ЧС, чрезвычайная ситуация. Погибают люди в дорожно-транспортной ситуации, либо в пожарах, либо например, этот последний опыт был выезд на ситуацию, когда на Амурской трассе погибли наши якутяне, да. И мы совместно с несколькими ведомствами выехали туда оперативно. То есть, например, также, когда мы плотно подключились с началом специальной военной операции, наши коллеги из других ведомств тоже подключились, и мы совместно вырабатывая решения, начали работу. Давайте поговорим дальше в продолжении темы о работе с участниками специальной военной операции. Какая работа ведется? И в целом же это, насколько понимаю, уникальный опыт? Да, это действительно для нас, как для специалистов, это был большой вызов. Это действительно уникальный опыт. Мы подключились с марта 2022 года. Была работа с матерями, прежде всего, с их беспокойствами. Естественно, очень много работы проведено с близкими, с родными. Также организовывали выезды в районы для того, чтобы у людей была возможность пережить свои страхи, чтобы люди не оставались наедине. Также это отдельные группы проводились для супруг, для матерей отдельно. Также, это на самом деле уникальный опыт, и также были организованы выезды в госпитали, там, где наши якутяне, ребята, когда они находятся в госпитале, очень важно получить эту поддержку на родном языке, что очень важно. Допустим, что у нас регион особенный, у нас есть свои ментальные особенности, национальные, языковые особенности. И чтобы эта работа систематизирована по поручению руководства республики, были организованы выезды. Насколько я понимаю, ведется работа и с теми, кто вернулся в отпуск. На что там делается акцент? На социальную адаптацию? Скажем так, это такой широкий пласт работ, когда существует такое понятие посттравматический синдром. Да? Наверняка оно на сегодня много где муссируется, рассказывается. Оно проходит специфично, индивидуально в каждом случае. То есть каждый человек воспринимает по-своему, кто-то замкнется, кто-то, наоборот, будет более открытым, и кому-то нужно, наоборот, рассказывать. Да? Вот эти чувства все нужно пережить, прожить, и наши специалисты дежурят в Государственном фонде по защитников Отечества. И кроме этого мы ведем у себя прием
И такое межведомственное взаимодействие есть. Важно, скажем так, не оставаться наедине человеку для того, чтобы прожить, проговорить, проработать это состояние. Владимир Борисович, Центр компетенции, главный муниципальный психолог. Он первый подобный в прошлом году в марте этого года начал работать в Намском районе, затем в Амгинском. Вот что за центр, какие цели и задачи? Так, это тоже один из таких уникальных проектов. На самом деле у нас в республике очень важно в районе, чтобы был специалист или группа специалистов, на которые могли бы население ориентироваться для определения маршрутизации, скажем так, психологической деятельности. Для этого мы запустили проект «Главный муниципальный психолог». Спасибо Намскому району, администрации за поддержку, для того, чтобы психологи, специалисты могли собираться, анализировать свою деятельность, для того, чтобы улучшать и постоянно работать над тем, чтобы оказывать качественные услуги. Да? Это приводит, это не просто, скажем так, проект, это прежде всего дает развитие отрасли. Вот с районов, и, скажем так, и будем масштабировать это как можно. Есть понятие главный врач района, главный психиатр и так далее. И для этого мы вводим понятие главный муниципальный психолог. Владимир Борисович, в заключение, как можно получить консультацию психолога и самое главное, бесплатно ли это? Да, часть услуг у нас, естественно, бесплатные для определенных категорий граждан. Кроме этого, действует круглосуточный телефон доверия 8 800 135 50. Также на консультации узнать адреса филиалов можно по номеру 31 91 09. Владимир Борисович, спасибо вам за вашу работу. Благодарю вас, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.